Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: кто за вами следит и почему. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, кто вы, кто пришел на расклад, в каких энергиях вы сейчас находитесь, что вас окружает. Строптивая, за вами не угнаться, серьезно на что-то настроены. Здесь присутствует позиция «никому ничего не дам, никому не верю». Вы человек упрямый, стоите на своем, и вас очень тяжело сбить с какой-то цели. Человек, который сам руководствуется своей жизнью, сам поставил себя на ноги, сам себя сделал, вот такой человек. Если смотрит женщина, здесь присутствуют такие мужские сильные энергии. Вас не переплюнешь, не обгонишь, вам не перейдешь даже дорогу. Вы быстро убираете со своего пути конкурентов. И человек справедливый очень. И справедливо поступает именно со своими врагами. И человек, который не поддается на чьи-то манипуляции. Старайтесь все перепроверять. Люди вот думают, что вы очень много думаете о себе. Даже являетесь эгоистом или человеком с высокими амбициями. У вас четко все простроено в жизни, возможно, даже как будто бы вы писали уже заранее план. Действуйте не вслепую, действуйте продуманно. Продумывайте каждый свой шаг. С вами невозможно конкурировать, вы задавите. Притом здесь присутствуют характеристики, в некой степени диктатор, человек, который властвует, руководит, занимает высокий пост, на высоком положении. Вы человек, который не приветствует людей, которые постоянно плачут, потому что сам эту жизнь проходил, для себя определенно какие-то уроки вывел, понимает, как зарабатываются деньги, что под лежачий камень вода не течет, и что если человек в чем-то жалуется, значит, он сам виноват. У вас есть такое учительство. Вы вот смотрите вокруг, вы созерцаете, вы все четко понимаете, чувствуете и наперед знаете эту жизнь, какая она, что такое люди и как они могут поступать. Чувство неопределенности в чем-то. Здесь кто-то живет на каком-то месте, где-то, но он не чувствует себя дома. Могут люди находиться где-то или за границей, или где я не путешествовал, где я не был, я не чувствую себя дома, не в своей тарелке. Даже человек может находиться и в своей стране, но вот как будто бы в чужой. Чувствуете вы какое-то отчуждение, как будто бы мир поменялся, люди другие, или же здесь может идти характеристика, что вы себя там не нашли на том месте. Переживайте об этом, фокусируйтесь, возможно, на чем-то материальном, рабочая сфера. Хотите выровнять какую-то ситуацию или выйти на высокий уровень или высокий доход. Человек-материалист, может быть, ценит деньги, уважает время. Для себя поняли определенно какие-то истины в жизни, которые вы раньше не понимали. Здесь у человека вот показывает поздний возраст, когда человек только сейчас начинает созревать, понимать, а кто бы меня раньше этому научил или подсказал. Вот вы шли по жизни на ощупь, понимая, да, сама, где хорошо, а где плохо. Но здесь были какие-то шишки, разбивали вы лоб, какие-то ситуации. Но вы считаете, что все в жизни предопределено заранее, да? Все в жизни возвращается той монетой, которой ты заслуживаешь. Умейте посмотреть со стороны на себя. Умейте даже себя за что-то поругать или обозвать. Вот такое тоже может быть. Бывают люди, они только гладят себя по головке, жалеют только себя, а вы же умеете дать общую такую правильную, адекватную оценку даже себе, своим действиям или своим неправильным действиям. Из-за чего здесь вырабатывается опыт, здесь есть мудрость, здесь есть у человека некий такой прагматизм, расчетливость в том плане, что рассчитать все заранее, продумать все. Двумя ногами на земле стоит. Здесь, я бы сказала, у человека есть какой-то над собой контроль
да, понимание, четкое понимание вообще своих каких-то действий. Старайтесь ни на что не набрасываться, старайтесь скорее замедлиться, да, и выжидать какую-то ситуацию. Возможно, на сегодняшний день вы в такой ситуации, именно в таком темпе пребываете, замедленном, чтобы все пристально и внимательно разглядеть вокруг, чтобы в чем-то не ошибиться и выиграть или получить что-то. Пусть даже это касается любви, чувств, эмоций. По вашей характеристике я могу сказать, вы принимаете мужскую именно энергию, вы умеете выжидать. В том плане, что вы познакомитесь с кем-то, вы первое не пишете. Вы даете выжидательный момент. А если не появляется, вы не будете стучаться, звонить, добиваться. Умеете разворачиваться и уходить, не глядя. Умеете вы любить, заботиться. Это вот такой человек, у которого забота исходит в какой-то конкретике, а не в том, чтобы по головке гладить. Позиция у вас, что любовь в первую очередь проявляется в том, кто о тебе заботится, кто тебя любит. Вы, когда кого-то любите, вы не умеете говорить красиво, но вы умеете делать хорошо. Отлично. Вы же по делу сразу. Здесь очень много мужских позиций. Я вижу у женщины как будто бы какая-то некая закалка от жизни этой. И такой характер более строгий, четкий. И вами очень сложно, почти невозможно владеть, манипулировать. Не проведешь. Вы женщина, скорее всего, которая съела на этом собаку. И она понимает теперь, как могут на нее воздействовать и как это предотвратить. Вы чувствуете, предвидите. Тут есть женственность, однозначно есть императрица. Человек, который всю жизнь ищет свою пару. Тут человек, который надеется на какие-то отношения. Здесь человек может даже думать, что эти отношения могут перекрыть его какую-то внутреннюю боль или легче справляться с какими-то сложностями вдвоем. Любовь для вас это вот как партнер, с которым можно идти в бой, потому что ты можешь ему доверять. И вы надеетесь рядом с собой увидеть такого человека или чтобы был с вами такой человек. Также по жизни вы человек-завоеватель, победитель, скорее даже занимаете всегда первые позиции, первые места. Отличники здесь могут смотреть. Люди, которые доводят начатое до конца, по крайней мере, стремятся. И они четко понимают, что отложенные какие-то дела, они рано или поздно снова возникнут. Поэтому их нужно делать на месте здесь и сейчас. Вы стараетесь не откладывать, а браться сразу и выполнять. Здесь вот показывают именно в делах, в работе вы такая мужественная. Что касается чувств, вы умеете растаять, но одеть розовые очки. Но вы... Есть женщина, которая может притворяться, да, в отношениях. Но здесь... Еще идет та характеристика, что вы, одев розовые очки, вы все равно вокруг подмечаете. Потому что понимаете, что их можно на время отложить. Все вы прекрасно понимаете. Старайтесь не влюбляться по уши. Старайтесь давать даже вот какой-то интервал этому, чтобы потом не печалиться, чтобы потом... В случае чего, если разобьют сердце, чтобы не было так больно, больно падать не хотите. И здесь женщина очень гордая. Присутствует здесь такая женская гордость. Она не бегает за мужчиной, мужчины за ней бегают, охотно бегают за вами. Наблюдение есть. И вы скорее больше выступаете в роли женщины, которая в чем-то независима. Победитель по жизни, занимает какие-то на самом деле верхушки или главные места. И есть какие-то достижения, за которые можно вас похвалить и гордиться вами. Вот такая вы. Знаете, вы долго не держите обиду, вы стараетесь просто не появляться в глазах тех людей, которые вас обидели, да, или, по крайней мере, пропускаете их через сито, потому что для вас очень важно, да, чтобы вас не предавали, не обманывали, были верными. Для вас это прям позиция номер один. Но когда это происходит, вы сразу
от таких людей убегаете, уходите, теряетесь. Не нужны они вам. Хорошо, если с вами проигрывает характеристика, давайте продолжим дальше. Кто за вами следит и почему следит? Кто за вами следит? Интернет, я бы даже сказала, истории в соцсетях, фотографии в соцсетях, ваши какие-то видео могут быть, да, или фото там. Здесь через соцсети за вами следят. Следит человек, с которым у вас уже давно нету никакой связи, никаких отношений. Здесь человек замешан в каком-то... Здесь шквал всего. И какие-то домашние обязанности, и в принципе обязанности, ответственности, деятельность, работа и так далее. И тут еще вы. У него есть интерес единственный, что любите ли вы его, вопрос, да, у него. Любите ли вы его до сих пор или вспоминаете ли вы вообще о нем и что вы вспоминаете? Вот здесь как встречный вопрос ему, да, кто следит за вами, а вот ему интересно, кто следит за ним. И в первую очередь это касается вас. Следите ли вы за ним? Да. Интересно поковыряться в вашей голове, что вы о нем думаете. Вот ему очень интересно. Также, в принципе, по себе человек очень любопытный о вашей жизни на сегодняшний день. Может, сейчас интересуется, потому что любит, потому что не отпускает. Такая женщина, которая подарила этому мужчине чувства, эмоции, да, и человек до сих пор отходит, но не может отойти от вас. Вот как будто бы это бесполезно. Но здесь все разрушено. Здесь даже были какие-то конфликтные ситуации с этим человеком или был какой-то разрыв на больной почве, когда вы разрывали отношения с болью. Вы очень красивая, вы очень такая яркая, возможно, не только для него. Что-то было недавно, совсем недавно, что выделило вас из толпы, или вы выглядите по-другому, я бы сказала, идеально, или вот для него, да, есть идеал красоты, и человек считает, что вы идеальны. Но человек понемножечку возвращается, что самое интересное, к вам. Даже мысленно к вам. Вы здесь являетесь, да, для него домиком счастья. Но мысленно он возвращается к вам. У меня такое складывается впечатление, что когда-то он даже и писал вам в соцсетях, но вы вот как-то могли проигнорировать человека или вообще заблокировать, отшить его куда-то по башне. Знайте себе цену. Здесь такое даже возвеличивание себя в его глазах или то, как вы сейчас выглядите, это выглядит выше уровня, нежели он. И он об этом жалеет, он переживает, что с ним что-то не так. По крайней мере, человек возвращается к себе и старается что-то пытаться делать с собой, меняться как-то, менять свое окружение, быт может даже, да, свой, уклады какие-то, потому что по старому шаблону это на сегодняшний день не работает. Но вот что самое интересное, что у мужчины, в принципе, в замысле, в задумках есть некая такая надежда. А почему бы не попробовать, да, восстановить с вами какое-то общение, именно положительное общение. Вы задаете вот какой-то тон, вы что-то такое проецируете, что у человека ассоциируется с вами, с прошлым и с приятными какими-то моментами. Человек об этом часто вспоминает или говорит. Хорошо, смотрим дальше. Кто еще за вами следит? Ох, здесь рабочий момент. За вами подслеживают.
Тут такой процесс, когда вы конкретно работаете, да, вот кто-то на вас смотрит или чем-то занимаетесь на работе, за вами наблюдают. Здесь как-то сравнивают ваш опыт в прошлом и сейчас. Ваш рабочий опыт в прошлом вернее, сейчас. То есть здесь прослеживается, как вы начинали, или вот вы когда-то пришли на эту работу, как это все было в самом начале. И смотрят на сегодняшний день или даже обсуждают вас, да. Вот сейчас какие вы получаете результаты. Здесь видят какое-то продвижение по работе или улучшение именно в работе. Видят, что вы человек, который много чего знает. Через знания, да, вот как будто бы проект идет лучше или рабочая деятельность у вас идет лучше. Хочется здесь еще добавить такое же, что здесь смотрят люди, которые доучивали еще что-то по своей деятельности, по своей работе. И здесь вы же не зря все делаете, потому что вы скорее вот получите от этого что-то для себя выгодное. Но здесь есть и зависть, да, здесь есть и доля какой-то такой некой агрессии. Притом, да, вы не навязываетесь на какие-то конфликты и так далее. Вот пришла, отработала, ушла. Но здесь кто-то именно злится, то, что у вас что-то есть от этой работы, или вот какие-то плюшки вы получаете, или премии. Довольствуйтесь этим, да, и человека плющит от этого. Зависть. Зависть. Вы под охраной, вы молитесь или чиститесь. Здесь определенно что-то такое есть, что у вас ваш лист чист, а вы можете даже чувствовать что-то или думать, да, что кто-то как будто бы влияет. На вас никто не влияет. Здесь сложно на вас повлиять. Вы занимаете или пост какой-то, или должность какую-то, именно которая даже люди боятся об этом заикнуться, а вас что-то против. Может, кто-то и думает о вас плохо, но он не скажет вслух или боится, потому что есть какая-то у вас защита. За вами следит молодой человек, намного моложе, нежели вы. Для него вы такая тайна, загадка, неразгаданная, непрочитанная книга. Вас интересно узнать из-за ваших каких-то тайн или недоговоренностей. Человек хотел бы с вами сблизиться посредством общения. Кстати, человек, может быть, задает какие-то вопросы или именно ищет информацию о вас, чтобы какие-то вопросы вскрыть, которые вот есть у него. С другой стороны, я бы еще по карте могла бы сказать, что вы вкусна для человека. Вы можете быть старше, вы можете быть мудрее, более в чем-то продвинутей. И вот это вот привлекает к себе внимание. Можно сказать, что человек следит, но здесь больше не следит, а такой идет, любуется вами. Также может считать вас ведьмочкой или женщиной, которая колдует, что-то вот делает, какие-то практики, ритуалы, заговоры, вот что-то есть такое магическое или магическая такая тяга. Да, вот как будто привязали к себе, как приворожили. Он моложе. Здесь я бы еще сказала, знаете, вот к вам вообще тянутся молодые. Даже дети на вас смотрят, понимаете? Вы несете все. Здесь может женщина быть с каким-то даром. Часто это дети маленькие тоже смотрят, ну и молодые. Как говорится, ведьмы не стареют. Вот здесь что-то такое
похожие есть, да, или вы молодо выглядите. А тут еще, знаете, что самое интересное, что этот молодой человек вот несет в себе какое-то для вас послание. Возможно, даже если человек вступит с вами в общение, а это может произойти общение, вы можете проигнорировать, чего не стоит делать, потому что через него вы получите важное для себя послание. Не проигнорируйте, лучше прислушайтесь. А здесь речь идет о том, что вы сохраните себя, или тут еще о материальном речь может идти, да, или свое какое-то состояние. Также здесь сбережете это состояние благодаря этому человеку или благодаря тому, что он вам подскажет. Но через этого человека идет трансформация ваша. Пусть он вам даже и не нужен, но послушайте этого человека. Человек несет в себе перемены. Человек вам скажет то, что изменит вашу жизнь кардинально. Здесь не просто изменит, да, не зря говорят, послушай, да, высшие силы. Этот человек несет в себе большие перемены. Это не говорит о том, что вы с ним будете, да. Здесь даже через человека достаточно каких-то слов, действий, в чем-то может даже помощь, да, предложить вам помощь. Но тут показывают, вы вот как-то можете отреагировать именно «отойди, не надо мне», вот как-то так. Не зная его, этого человека хорошо. Здесь есть какое-то некое сомнение у вас. Я сама справлюсь, такое может еще тоже быть. Да что это легко? Это может и легко, но в процессе вы о чем-то от него узнаете. Это изменит вашу жизнь полностью. Вот смотрите, какие знаки, которым стоит прислушаться, которые вам же в чем-то помогут, нежели вы бы сама в чем-то разбирались. Вот так. Сегодня расклад у нас и с подсказками. Кто за вами еще следит и почему? О себе думайте. За вами крадут? Почему-то слово крадут. Но слушайте, если здесь слово крадут выскочило, это значит, у вас и на самом деле могут красть. Потому что видят ваш ресурс. Но здесь больше я вам скажу, человек, который следит за вами, он тщательно заметает следы. И вот на самом деле не зря сказала сюда крадет. Человек крадет вашу энергию. Вы излучаете некую такую легкость. Хотя, в принципе, да, зная именно вас по портрету, вы не такая уж и легкая. Но вот какую-то легкость вы для этого человека конкретно излучаете. Также здесь есть такое, что вы проецируете именно на самом деле какой-то ресурс. Человек может прикидываться глупым или не знающим, не понимающим или не разбирающимся, хотя этот человек не глупый по мечам. Я бы сказала, человек очень даже умный. Здесь, знаете, вот как какая-то самошкола, самоучка. Знания поступают извне, или человек получает знания отовсюду. Очень может даже быть и хитрым в какой-то степени. Но здесь вот человек за вами следит, за вашими достижениями. Почему? Двойственный человек, кстати, он же и лицемер. Потому что хочет получить от вас какую-то материальную помощь.
Здесь может даже быть так, что если вы так не дадите, тогда человек это возьмет именно хитростью, украдет. Не зря слово сказала это. Вам нужно держать информацию о финансах своих на замке. Да, и вот даже не произносить вслух вашу зарплату. Пусть вы даже дома сидите, никогда не произносите вслух свою зарплату. Настоящую, да. Вы лучше пририсуйте нули там и так далее, но никогда не произносите вслух зарплату, потому что сама же себя изглазите, что может пойти вниз на ухудшение. Лучше на самом деле пририсуйте к своей цифре еще несколько нулей. И вот произносите это вслух, что у вас такая зарплата. Видимо, кому-то эта информация очень нужна. Или кто-то показывает кому-то, проецирует свое какое-то достижение, чего не очень хотят видеть, или кому-то это режет глаз. Да, для кого-то вы пылинка, ссор в глазу, поэтому будьте аккуратны. Важно все держать в тайности под замком. Людям это не надо, но вам же это может плохо обернуться. И будьте уверены, что здесь за этим всем стоит какая-то еще хитрая дама, которая все пронюхивает или передает информацию. Может быть, да, этот человек не напрямую спрашивает, а через какую-то даму. Дама тоже нацелена на какие-то ваши ресурсы, финансы или финансовую помощь. Вот здесь есть такое, что как раз сегодня вот я услышала такую фразу. Она, в принципе, популярная фраза: достанешь нож, от него и погибнешь. Или же не копай никому яму, иначе попадешь в нее сам. Вот что-то похожее здесь есть. Да, люди как будто бы пытаются выдумать именно какой-то план действий, да, чтобы воспользоваться именно вами. Но здесь вот как будто бы тщетно по разбитому сердцу, да, не получится план или не сработает план. У женщины очень много выгод у этой есть. Она, вернее, думает о вас как о выгоде. Просчитается она в чем-то очень сильно. Кто за вами следит? Наивный мужчина. Наивный. Здесь такое... Очень много амбиций. Здесь какие-то цели поставлены у человека. Здесь человек очень горящий, импульсивный, в какой-то степени даже сверхимпульсивный, гиперактивный. Он не сидит на месте, он постоянно куда-то двигается. И двигается он в вашу сторону или смотрит на вас, по крайней мере, наблюдение здесь точно есть. Это социальные сети. Человек вот как будто бы хочется сюда добавить, ловит рыбку. Клюнет, не клюнет, вот что-то такое есть. Может даже, да, вот это словосочетание и употребляется. Клюнет ли она на это? Также человек сам смотрит на вас, наслаждается, может быть, даже что-то делает. Самоудовлетворение здесь идет. Самоудовлетворение. Также видит около вас кого-то или думает, что у вас есть какой-то богатый партнер или муж, да, в целом. Может и богатый партнер, или просто муж у нее есть, она занята. Также здесь может вас обсуждать или показывать ваши фотографии кому-то. Ему скучно, да, видимо. Здесь что-то у человека такое случилось, и вот случилась какая-то долгая такая апатия после этого произошла. И человек долго в чем-то сидел, да, в какой-то нирване. Как-то сам пытался заместить вот это вот депрессию или вот это какое-то негативное состояние чем-то.
или залить, да, или вот как-то это свести на минимум. Вот. Человек хочет наладить свою личную жизнь, какие-то тут границы перед кем-то. Здесь может еще быть недоверие вообще к женскому полу. Здесь ряд заболеваний, сложных заболеваний. Угу. Знаете, человек будет стоять у края и как будто бы... Почему вообще мне его показывают? Да? Человек смотрит в вашу сторону, но у него какие-то такие сексуальные мотивы по отношению к вам. Я не могу сказать, что из-за таких мыслей, да, у него могут быть проблемы со здоровьем. Здесь в чем-то другом заключается. Здесь состояние не очень хорошее, даже плачевное. Здесь вот как будто бы человек будет у края стоять смерти, а его раз и высшие силы вытащат. А к вам он как? Здесь к вам дьявольское влечение есть, но здесь чувствуется, что стоит какая-то стена в виде какого-то конкурента, мужчины. Из-за этого человек, кстати, очень страдает. Никого не хочется, хочется вас, понимаете? Хотя, в принципе, вокруг здесь есть какие-то женщины, но ему это не интересно. Здесь есть какие-то совращения вокруг, да, или вот все вокруг манка и сладко, но все же этого не хочется, хочется чего-то другого. Вы вызываете какую-то такую дикую страсть, какие-то такие дьявольские эмоции. Здесь вот хочется, да, человеку даже сделать как-то так, чтобы вы, например, разошлись с кем-то, да, вот ради того, чтобы вы были с ним, или человек хотел добиться вас. Но здесь не по любви, здесь по страстям, вот сразу говорю. Здесь любви нету, здесь страсти, вот мордасти. Любовь – это другое чувство, теплое, приятное. Здесь что-то связано именно с такими дикими сексуальными порывами. Так, что у нас еще? Кто за вами следит и почему? Вы знаете, почему мы сейчас говорили, вот я вот сижу и думаю, почему мы говорим о его здоровье, о его вот какой-то, притом, знаете, вот здесь как целый букет чего-то у мужчины. Возможно, для вас это будет знак, да, тоже, что человек может быть, как вы поймете, кто это за человек, а вот человек начнет рассказывать о своих болезнях каких-то или сложностях с операциями, со здоровьем в целом, о чем-то таком. Или со здоровья зайдет к вам, да, рассказывать. Будьте аккуратны. Но вам этот человек, в принципе, не нужен. Ладно. Так, смотрим дальше. Кто за вами следит и почему? А здесь обижен человек. Он вас видит, вы где-то что-то транслируете, но человек не хочет с вами разговаривать. У него какие-то, какая-то закралась обида. Я ее ненавижу, я ее видеть не хочу. Притом ноги тянут, а голова говорит, не-не-не, не надо к ней. Причем больше вот это в голове. А ноги хотят подойти, может быть, даже что-то и выяснить, да, прояснить с вами. Здесь, кстати, он очень часто вспоминает о том, что между вами произошло. Мучается, человек страдает. У человека вот какая-то даже, я бы сказала, бессонница. Человек не может спать нормально. И вы даете вот человеку такое чувство попереживать, да, и вот это его бесит. Даже здесь в некой степени может стоять какая-то зависимость от вас или от эмоций, но это его бесит. И тем самым в целом, да, начинаете вот вы бесить именно, когда он вас видит, раздражается.
потому что он понимает, в какое состояние он опять войдет. Но между вами здесь точно недоговоренность. И чувство такое идет, вот что вы показали свой какой-то интеллект, что вы мудрее, умнее, да, в чем-то он не разбирается, или какой противоположный пол сейчас такой-то. Ну вот здесь женщина, которая ткнула носом во что-то, дала что-то понять. И вот такая обида, она вот сидит, хотя как женщина она мне нравится, но вот когда она начинает выпучивать, да, свой интеллект, то начинает это раздражать. Вы показываете ясно, да, вы сказали вот ясно человеку что-то, или то, как вы думаете, это ваше право, да, ваше мнение, но человеку это не нравится. Не нравится ваша правда, как вы думаете, вообще соображаете. Также человек вообще определенно считает, да, что да, баба сбрендила, вот что-то такое. Притом красивое или мне нравится. Вы внешне, да, очень привлекательны для мужчин, но внутренне вы кажетесь сложной, неудобной. А это значит, что у вас есть свои личные границы, и вы просто так никому не дадите их перейти. Вот о чем речь. Да, и здесь вот я смотрю одно, второе, третье, да, и здесь нету людей каких-то сильных, а только так думают слабые, да, сразу ты виноват, да я на тебя обижен, а потому что у тебя есть свои границы, да, и ты мне неудобен, поэтому я на тебя обижен, ты мне неудобна. Это человек, которому сразу надо заходить с распахнутыми объятиями. И я тебе все дам, и я для тебя, милый, все сделаю. Вот так вот. Это такая незрелая мужская позиция. И я бы сказала, что-то такое есть слабое женское. Но вот в наше время сейчас, да, даже обидно называть это женским. Женщины сегодня очень сильные, самодостаточные, успешные. Сегодня женщина ездит даже, если посмотреть со стороны, вот в Европе, например, да, женщина ездит на автомобиле, который намного дороже, чем у мужчины. Вот он парадокс. И это обидно. Где все нормальные, адекватные мужчины? Вот где? Да, вот здесь смотришь по портретам, вот даже просто из расклада в расклад ты постоянно видишь каких-то опять незрелый. И ты понимаешь, что да, чем дальше, тем вглубь по дрова. Как будто бы все только на ухудшение. Опять-таки, да, чтобы вы стали сильнее. Вот они, да, уроки, посмотрите. То есть, да куда уже сильнее-то? Выше только потолок. Уже все сильные сегодня. И сварят, и за детьми присмотрят, и обеспечат, и уже и автомобили водят, понимаете? Угу. Вот когда-то вы реально как-то выразились, да, или сказали, но вы в жизни человека тоже судьба. Вы в жизни человека урок, чтобы чего-то сказать, то, чего, может быть, он не узнает, не услышит. Но вот конкретно от вас, да, чтобы человек заглянул внутрь себя. Но нет же, да, у человека здесь наружу вылетает эго, которое вот рушит его, разрушает. Да ты не права, да почему ты так? Здесь вот какое-то такое, да я мужик. Хотя, в принципе, здесь смотришь незрелость. Я мужик, это одно слово только. И все.
И все, и ничего. Здесь сразу говорю, договоренность, как бы вы ни пытались сойтись с мужчиной, или договориться, или помириться, а здесь не будет этого. Потому что человек здесь этого не заслужил. Просто в ваших глазах нет. Не заслужил. Человек несет какое-то разрушение в себе. Вот такой человек за вами следит. Оглядывается в прошлое, оглядывается, да, кто его в этой жизни вообще в целом обидел. Здесь какая-то такая опять незрелая личность. Надоели эти уже незрелые, вот сколько можно. Кто за вами следит и почему? Еще одна обида, что вы обманули. Она обманула меня. Тут переиграла она меня. Я привык или привыкла быть впереди планеты всей. Чье лицо? Тут еще такая речь, что я вообще никому ничего плохого не сделала. Да я святая или святой. Тем более вы, как человек говорит то, что как ей угораздило, да, перехитрить меня или перехитрить вообще судьбу в целом, да, здесь иерофант. Вы перехитрили эту судьбу, вы добились чего-то, вы в чем-то выиграли, обскакали кого-то. У человека травма. Здесь вот даже, знаете, у человека даже прояснение какое-то пошло в голове, почему это все так произошло. Здесь вы шли себе медленно, а оказались уже у финиша. И в этом ваша хитрость. В чем-то вы кого-то опередили на обгон. Хочется сказать так, что да, человек как будто тоже вкладывался, но вы получили больше или в чем-то выиграли. Я бы не сказала, что человек как-то следит постоянно, прям так за вами. Здесь есть такое некое увидел, но дальше прослеживает. А так бы не видел и не вспомнил бы. А вот тут вы на повестке дня появились где-то раз и уже начинает за вами подслеживать, выжидать. И здесь, кстати, могут быть разные мысли тоже о вас. И есть такой некий интерес о вашем мышлении, о вашей характеристике. Может быть, даже человек узнает информацию или пытается со стороны даже услышать, послушать, подслушать. Да, как вы разговариваете, о чем вы думаете, из чего вы вообще слеплены. Но считает почему-то еще, что да, вы... Здесь может быть... Сейчас посмотрим конкретно. Это мужчина, у которого что-то сейчас вот встал бизнес, не идет, да, доходы остановились. А вы хитренько раз так, как будто бы увели клиентов, конкурентка. Или же вы на самом деле в чем-то преуспели, в чем он хотел преуспеть. Обогнали человека. Здесь такое... Хотя человек всегда привык добиваться, получать, зарабатывать, да, что-то имел. Вот сейчас как будто живет на то, что нажитое осталось, то и проедаю. Вот как-то так. Страх за будущее. Жадный человек, очень скупой на деньги и, возможно, даже готов идти по головам. Как бы сложно ему не было в этой жизни, да, готов идти по головам, лишь бы вот даже поступать именно предательски или вот как-то лживо подставлять, улыбаясь в лицо, да, чтобы получить желаемое. Сложно ему сейчас. Человек, кстати, из-за этого дьявола, да, несет сейчас ответ. Отдувается за что-то. Что-то он уже натворил.
Угу. Наследие-то почему? Есть еще двое людей. Считают, что вы хитрые. Слушайте, здесь еще разговор может идти о том, что вы в чем-то наживаетесь или наживаетесь на мужчинах. Да, вы пользуетесь именно вниманием мужчин. И вы, в принципе, женщина, да, которая по щелчку пальцев найдет себе мужчину. Вот так со стороны вы выглядите. Здесь вот думают, что вы пользуетесь не только одним мужчиной, а несколькими сразу. Что, да, у вас целая там датабаза этих мужчин. Что каждый вам чего-то дает. Это как сегодня жена спрашивает у мужа: а ты что, говорит, любовницу хотел завести? А он говорит: ну да. А она говорит: давай, говорит, лучше я заведу любовника, ну хоть не лишняя копеечка будет. Вот как-то, знаете, могут здесь думать, что вы ради того, чтобы получить желаемое что-то, да, или жить себе припеваючи, вы пользуетесь именно ресурсами разных мужчин. И за этим следят. Здесь люди, кстати, очень много о вас придумывают, выдумывают вообще неправды. Угу. Бесятся. Бесятся, потому что видят какое-то ваше такое легкое состояние. Состояние человека, который ни в чем не нуждается, ничего ему не надо. Вы вызываете некое такое сопротивление в людях. Она же, да, зарабатывает, работает, но в то же время она еще получает где-то деньги, да, еще или дополнительно имеет работу, еще где-то зарабатывает. И еще, а то, что вы в процессе работаете, пашете, этого никто не замечает. И вот тут пытаются вас как-то осудить за то, что вы хорошо живете, вот в первую очередь за это, да, если не будем копаться, но вот именно за это, за то, что вы хорошо живете. А в целом, да, то, что человек работает, да даже на 10 работах и несет какой-то труд, и поэтому он живет хорошо, об этом никто не думает. Все думают вот сразу, знаете, поверхностно. И здесь такое поверхностное именно мнение о том, что вы все достаете с лихвой, так легко, налегке, на лате, вам все дарят. Какие-то мужики. И вы никому ничего не должны, понимаете? Потому что вы красивая или потому что вы женщина, да, вот что-то такое есть. А вам плевать вообще. Ну, вы, кстати, иногда бывает на таких и злитесь. Ни на кого не злитесь. Это их правда, это их мнение. Пусть остаются они при нем, сами себя этим сжирая. Понимаете, когда мы начинаем о ком-то негативно мыслить, у нас все плохо происходит. Вот, у нас все плохо происходит. Мы потом страдаем, понимаете, сами. Поэтому отпускайте таких людей с миром. Это их мысли. Мало ли у кого какие мысли. Вот так. Кто за вами следит и почему? За вами следят ваши же перемены. Ждите, ждите, скоро-скоро. Грянет гром, как говорится, посреди ясного неба. Здесь будет даже на тот момент, как будто бы все, знаете, вот в чем-то вам доверяют или вам что-то доверяют. Они могут посмотреть за моей собачкой, а можно я оставлю у тебя сумочку, а можно я оставлю у тебя денежки, да, ну, у каждого оно свое. Здесь вот почувствуйте именно волну такую, что вам все доверяют. Вот на этой волне идут какие-то ваши перемены. И, скорее всего, да, там будет присутствовать тот человек, о котором мы сегодня говорили, который несет эти перемены вот-вот скоро. Здесь что-то все будет, знаете, вокруг вас даже происходить странное. Да, это из-за молодого человека, и не пропустите, потому что вы можете пропустить. Или вот знаете, как мне такие мужчины неинтересны. Вот это будет тот самый человек, который несет в себе перемены.
Вы начнете, кстати, наблюдать за обществом, что общество к вам по-другому относится или по-другому реагирует. Но все будут в один голос одинаково на вас, как будто бы реагировать, или большинство, по крайней мере. Один на вас накричал, второй накричал, третий накричал, да что ж такое, как будто бы все сговорились. Вот, или наоборот, да, комплименты сделали, там в один день. А вот он знак этих перемен, грядут. Хочется сказать, здесь кто-то поменяет как будто бы машину, да, или вот какой-то металл. Металл это может быть и телефон, кусок металла. Вы поменяете. Здесь может быть это даже в виде подарка. Но в целом, даже получив этот металл, у вас идут перемены. Это не прекращается. Начнет меняться что-то другое. Даже, я бы сказала, получение какого-то подарка, вы меняете свою жизнь. А может быть, вы получите телефон и будете снимать на него видео. Или фотографировать, или еще что-то делать. Сегодня же можно удаленно работать, например, да, через телефон даже. Поэтому здесь может появиться в вашей жизни какой-то шанс на какую-то и прибыль денежного характера. Дороги открываются, перспективные дороги. Только сказала, дороги перспективные, но здесь туз Пентаклей показывает очень перспективные дороги, пути. Здесь дальше идет какая-то цепочка развития каких-то новых событий. Здесь не просто вот так вот вы получили и все. Нет, здесь могут даже появиться какие-то новые знакомства, общение. Смотрите, сколько тут денег вам насыпало. Да, здесь одна возможность, открывают вторую возможность, вторая, третью. Здесь все идет в руки. Здесь получение даже вот возможности на что-то. Вот вы хотели куда-то поехать или что-то получить. Возможность, может быть, получения визы, да, или чего-то, но у вас будет. Вы возьмете это в свои руки. У кого-то здесь идет за границу, поехать за границу. Куда-то вы отправляетесь. И это заграничье несет, опять-таки, глобальные перемены. Здесь все несет перемены. У кого-то здесь идет пополнение в семье или бюджета, или вот здесь именно беременность может присутствовать. Рождение даже может быть чудо какого-то в семье, в доме. Какие-то приобретения, связанные с электричеством, электрическим, металлическим. Здесь все начнет меняться. Здесь вот на самом деле какой-то вот прям круговорот. Одно, второе, третье. Вы поменялись, там поменялось, коврик поменяли, перестановку сделали. Рождение ребенка. Вы сами увидите, как вы даже не будете контролировать это все, но на самом деле все будет вот как само приходить. Вы пожелали. Вы хотели уже чего-то поменять, но здесь будет даже через какие-то ситуации приходить возможности. Я говорю, вы сами или наколдовали, или притянули эти возможности. Но сейчас мы поставим сюда карты, которые побыстрее придвинут к вам эти перемены в вашу жизнь. Так, вы можете смотреть на данные карты и визуализировать именно свои перемены. С чем они должны быть связаны. Я пока помолчу. И самое важное, вот сейчас вы визуализировали, и сразу же, прямо сейчас забудьте об этом. Вот как будто этого не было. И вот посмотрите, что потом происходить будет в вашей жизни. Можете под любым видео на нашем канале написать,
что стало происходить. Не нужно этого ждать, не нужно вот подмечать, пытаться, ой, знак, ой, знак. Оно само объявится. Вот живите, как вы живете. Все, вы забыли. Все, представьте, что вы этого не помните. Да, потом вы вспомните. Только потом. Это вот когда раньше приходили на личные расклады, они только потом начинали все понимать, как это все работает. Вот так же это ритуалы, это чистка, это все точно так же работает. Потом, сами того не понимая. Сначала, да, бывает, может так, что да ничего не получается, да никакого движения, никаких сдвигов, а потом резко, моментом, да, начинает что-то двигаться. Человек, соответственно, опускает руки, ну а потом начинается движение. Тут главное опустить сейчас на это все руки, забыть вообще то, что вы сейчас видели. Вы увидели, вы визуализировали все, теперь забудьте об этом. А дальше посмотрите и отпишитесь под любым видео, да, что у вас произошло интересного. Так, кто еще за вами следит? Человек такой одиночка, неразговорчивый, возможно, даже с вами не общается. И вы знаете, такое чувство, как будто бы он занят, он занятой, но он не любитель каких-то компаний, для него важнее какая-то его деятельность. А второе, вы знаете, что первое вот сюда пришло сразу, что человек на вас внешне, да, проецирует именно, что ты кто такая, что вообще на меня смотришь. Вот такой вот проецирует, неприятное, может быть, да, лицо делает, или что он к вам равнодушен. На самом деле внутри него, этого мужчины, по отношению к вам бурлят эмоции. Хочется, колется, и мама не велит. Да, вот как-то вот так вот прям. Вы вызываете бурные эмоции. Человек, кстати, профессионал, да, умеет очень тщательно скрывать свои эмоции. Показывает некую такую... Это не только вас касается. Это вот, ну, с детства это уже, да, такое есть. Прошито в нем. Никогда не изъявляй, да, свое желание никому, держи это в себе и так далее. Даже создавая вид, что ты это игнорируешь. Вот он проявляет именно по отношению к вам, да, такое чувство, что ну что ты на меня смотришь, что ты на меня смотришь, да, ты мне не нравишься. А на самом деле вы ему очень сильно нравитесь. Очень. Вы пересекаетесь с этим человеком. Человек вас видит, наблюдает за вами, за вашей... Вы чем-то занимаетесь, вы где-то появляетесь, хочется сказать, как будто бы несколько раз. Например, давайте возьмем, да, спортзал или какой-то кружок и так далее, вы куда-то ходите. Или это может быть какой-то определенный магазин или сообщество, да, здесь какая-то деятельность, кипишуха тут идет вокруг, да, все двигаются, шевелятся, ходят, кому-то что-то надо. Здесь может быть вопрос, момент обучения тоже быть, да, или, в принципе, получение каких-то знаний, может и глубоких знаний, да. Человек вот может или тайно вас фотографировать. Также здесь второе, человек уже представляет, что вы его, и может вас ревновать. Или, да, здесь еще такое бывает чувство, что, блин, ну это моя девчонка, вот это вот моя, вот это моя судьба, да, вот как-то так. Он даже, знаете, вот... Ему больно за то, что вы не понимаете его чувств. Вы даже не чувствуете, что он чувствует к вам. Вот за это ему так внутри обидно. Почему вы должны чувствовать? Ну, проявляйся. Вот что такое, да? Опять незрелость. Поднимай, хочется сказать, жопу, да, и вперед. Ну, блин, ну это просто...
Вот не узнаешь же, не попробую, потом жалеть буду. Да, вот как будто бы высшие силы послали эту женщину мне. Здесь вот как будто бы его проверяют на какую-то, даже не прочность, да, а вот проверяют, сможешь ли ты как мужик уже взять, да, себя в руки, подняться и пойти, да, и достигнуть чего-то, женщины, дела и так далее, карьеры и чего угодно, достичь чего-то или взлезть на какую-то гору, да, ну вот сможешь ли ты, вот давай. Уже предоставляется шанс, столкновение есть у вас, когда вы сталкиваетесь, ну вот давай. Нет. Да, люблю, да не могу, но не могу. Боюсь и ревную. А вдруг эта женщина кому-то достанется? Ну, достанется. Вот так хочется, да, вот прям сказать, чтобы перед носом уже с другим ушла. Достанется. Он давно уже за вами наблюдает или длительное время. Человек ждет, когда вы сами к нему подойдете. Вот человек стоит и выжидает, когда шанс ему дастся, но сам. Я не хочу применять все, что надо, да, я уже здесь появился, я вообще на свет родился, да, здесь перед ней появился, вот теперь, ну, как-то ты проявись. Ну, у меня уже слов нет, честно. Просто любви хочется, эмоций, по жизни одиночка, потому что кишка тонка, первому подходить, я не знаю, что и сказать, что она подумает, здесь внутренние могут быть какие-то комплексы, но жезл горит, да, жезл горит. У вас свой круг друзей, у вас какой-то свой круг, свой мир, ограниченный, limited edition. Не limited edition, а limited, лимиты этого входа в этот и ваш мир, понимаете? И вы же гордая птица в его глазах, вы женщина, которая может сказать нет. Вот из этого страх, да, сыт под себя. Но человек испытывает вам такие эмоции, как будто бы вы можете дать то, чего он хочет. Кстати, человек вас мало знает, но есть у него чувство такое, что вы та еще штучка. Вы горячая, вы активная, вы вот какая-то такая среди остальных дам очень сильно отличаетесь, вы живая. У вас есть вот эта вот солнечная энергия. И, знаете, хочется подпитаться, да, вот этой энергией, хочется наслаждаться. Но вот этот внутренний страх или вот какие-то комплексы не дают вам, вот гордость еще можно назвать, да, или человек, кстати, может позиционировать себя со стороны вот как хвостун, да, гордый такой, холодный. На самом деле он не такой, это маска. И, кстати, много таких людей, много, не только мужчин, но и женщин. Это маска, потому что внутри настолько все слабо. Что-то такое есть. Я лев, я король зверей. Вот так. Но трус. Злится еще, да? Еще ты злишься. Не на вас он злится. Он злится на то, что не могут складываться в целом отношения. А во-вторых, не может получиться с вами что-то. Здесь, возможно, еще кто-то у вас есть. Да, вот человек может предчувствовать или видеть вас с кем-то. Поэтому есть вот некий такой отпор. Но вы красотка. Вы очень красивая, привлекательная дама. Возможно, даже, вот знаете, человек может думать, что у вас вот как будто бы и окружение мужчин, а не подруг. Что вы
в чем-то, может быть, или популярны, известны, да, или вы однозначно в мужчинах-то не нуждаетесь, у вас их полно. По щелчку пальца любой будет мой. Вот какая-то вы такая. Также здесь есть то чувство, что в вас нужно очень много вкладываться или что-то дорогое вам покупать. Может даже думать, что мне, может, не хватит. Или обеспечить такую даму, или дать ей что-то необходимое. Здесь вопросы о финансах могут затрагиваться, да, когда у человека могут быть проседать эти финансы, он переживает. Притом здесь надо пахать на такую даму, как ломовая лошадь. Вот так он считает. Да. Знаете, вот чувство, что не он так однозначно какой-то король с деньгами вам нужен. Вам лоботряс или какой-то безденежный не нужен. Вам не интересно. А вообще по вам еще видно то, как он видит, что вам интересны деньги или дорогие вещи. Красиво вы одеты, и вы, в принципе, ни в ком-то и не нуждаетесь. Как будто бы вы что-то получили из материального, да, и все, пошел нафиг. Вот как-то так. Также здесь может, в принципе, думать, что вы независимо сама на себя работаете или имеете свой бизнес. Тут такие у него, знаете, догадки, так или так. Притом может думать, что у вас какой-то мажористый, с волосатыми руками мужчина. Вот такие вот людишки. Людишки. Именно людишки за вами следят. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.